город» – это городской онлайн-журнал, ориентированный на широкую аудиторию жителей Якутска. Проект также имеет собственную видеоверсию для трансляции по телевизионным каналам. Журнал состоит из калейдоскопа историй об интересных людях и событиях, составляющих уникальный образ города. Страждущий читатель здесь также найдет блок потребительских рубрик, развлекательную информацию, спецпроекты и обзоры. Проект поможет читателю расширить свой кругозор и открыть новый взгляд на мир. Цель проекта «Умный город» – организовать и вести дискуссию о месте, в котором мы живем, о том, как мы осознаем самих себя и воспринимаем то, что происходит вокруг нас, в стране, в мире. Здесь будет говориться о реальной жизни, ценностях, человеческом опыте, эмоциях и суждениях. Это площадка новых возможностей сделать себя умнее, интеллигентнее, культурнее. Среди гостей мероприятия присутствовали первые лица республики, предприниматели и журналисты. На презентации гости смогли оценить уникальность нового интернет-проекта, познакомиться с редакцией. Этот проект, на мой взгляд, очень интересен своей содержательностью. По сути, это ресурс, куда любой житель планеты Земля сможет зайти и узнать о нашем городе, о нашей республике. Считаю, что этот проект имеет право на жизнь, на развитие и, безусловно, на поддержку, которую сегодня я обещаю. Умный город обязательно состоит из умных улиц, умных квартир и умных людей. Это обязательное сочетание, и мы очень рады, что начали мы с города сразу. Ну а умные люди наполнят этот город, поскольку они будут умнее благодаря тем рубрикам и подражать будут тем героям, которые будут там освещены. Почему город умный? Да? И сейчас вот, ну, конечно, это по-философски можно подойти, и вот только что нам Владимир Членов тоже разъяснил, что такое даже умная квартира, да? Поэтому очень хочется жить в умном городе. Это здорово, если действительно проект реализуется и будет иметь много читателей и принесет много пользы нашему родному городу. Когда человек создает новый интернет-проект, скажем так, и самый первый вопрос, который ему задают, это чем твоя новостная лента будет отличаться от всех остальных новостных лент. Да, я хочу заметить, что вот в вашем случае вам это удалось. Ваша новостная лента действительно отличается от всего того, что я видел ранее, ну, за исключением, может быть, неких федеральных проектов. И само оформление портала, сама подача материалов очень актуальна, очень современна. Я хочу сказать, что вы находитесь в тренде, скажем, современных медиа. И хотелось бы отметить, что компания Ростелеком уже давно сотрудничает с медиагруппой Романа Пестерева и имеет не только дружественные отношения, но и нас объединяет ряд совместных проектов. От имени филиала Саха-Телеком я своего лично поздравляю вас с днем рождения вашего нового, очень полезного проекта. И отдельный респект дизайнерам. Руководитель проекта Роман Пестерев отметил, что «Умный город» – это первый онлайн-журнал, где читатель может найти разнообразную полезную информацию, интервью бизнесменов, ученых, деятелей искусств. Онлайн-журнал «Умный город» содержит 10 постоянных рубрик, среди которых «Общество», «Якутяне», «Персона», «Свое дело», «Путешествие», «Уикенд», «Общепит», спецпроекты и новости дня. На сайте проекта www.igorod.pro можно комментировать статьи и пересылать понравившиеся публикации друзьям и коллегам по соцсетям. «Умный город» учитывает динамичный ритм делового человека. Этот журнал адаптирован для чтения с iPad, iPhone и других мобильных устройств. Мне кажется, молодая, амбициозная команда Романа Пестерева сегодня показала возможность того, как нужно делать интернет-журналы. Вот. Очень хочется выделить дизайн и подача материала, инфографика. Это как раз то, что отличает вот именно эту площадку от всех других площадок, которые у нас есть в городе и в республике. На том нашем информационном поле, которое вот как сейчас сложилось, да, как говорится, некоторые уже отказываются читать новости ввиду того, что очень большой негатив. Да? Такая площадка найдет своего читателя. Я думаю, что проект будет очень хорошо развиваться. Ниша, она пустует, потому что добрых, хороших, полезных, умных новостей как бы не хватает. Да? А это такое будет сосредоточие. Вот. Я думаю, что многим это все понравится. Всегда очень приятно, когда креативная молодежная идея находит свое воплощение, находит свое завершение. В этом я хотел сказать слова благодарности организаторам сайтов, что они от начала до конца этот путь прошли. И сегодня мы имеем готовый портал, готовый онлайн-журнал. Журнал получился. Проект весьма актуален во время перехода всех сфер жизни в информационное пространство. Вот, поэтому я считаю, что проект должен жить.
Вот. И зная организатора, зная команду, которая этим занимается, я думаю, что все будет хорошо. Сам формат вот электронного журнала и зину сам по себе он очень востребован, потому что уже сейчас выросло поколение, у которого есть свои определенные потребности в качестве информации и в формате этой информации. И мне кажется, что вот проект «Умный город» будет как нельзя лучше подходить вот под эти потребности. Чем мне особенно этот сайт понравился? Тем, что там нет насилия, там нет различных потерявшихся людей. Вы знаете, это и так со всех экранов, со всех сайтов сыпется. Это просто уже надоело. Хочется красивого, гламурного, именно позитивного сайта. Все мировые тренды развития диктуют новые правила и требования. Новый проект стал одним из ярких примеров мультиплатформенного СМИ. Презентация традиционно завершилась ответами на вопросы присутствующих и праздничным фуршетом в формате живого общения.